Христос воскресе! Долгий путь завершен. Из центра православного мира Иерусалима в Якутск доставили благодатный огонь. Встречать святыню собрались верующие и студенты духовной семинарии. Уже в третий раз лампаду привозит меценат Сергей Немировский. Конечно, чувство гордости и благоговения, потому что не раз были ситуации, когда мы везем огонь, и люди подходят, спрашивают, узнают, что это благодатный огонь, и хотят быть рядом или получить какое-то тепло или свет от этого огня. Прибытие святыни совпало с началом второго епархиального фестиваля православных фильмов. Главной его целью остается повышение духовной и нравственной культуры молодежи с помощью языка, кино и театра. Не выразишь словами то великое дело, которое Бог совершил, Христос совершил. Поэтому здесь нам на помощь приходит и искусство, которое не только словами, но и разными видами творчества человеческого передает значение Пасхи Божией. Для фестиваля отбирались фильмы и спектакли, которые не всегда показывают широкой публике. Среди кинокартин работы из России, Армении и Грузии. Доброе кино стартует с премьеры фильма «Монах и бес». История о встрече Иоанна Новгородского с бесом уже покорила сердца многих зрителей в России. Духовное главное, жизнь главная, любовь главная. Вот, поэтому подбираются такие картины, отбираются такие эмоциональные картины. Они достаточно серьезные, не все развлекательного характера. От некоторых плакать хочется. С театральной сцены со зрителями вновь будут говорить актрисы Ольга Кабо и Нина Шацкая. В этом году звезды отечественного кино приготовили спектакль «Пятое время года. Любовь». В нем прозвучат стихи как поэтов Серебряного века, так и поэзия современных авторов. Помимо фильмов и спектаклей, в рамках фестиваля «Доброе кино» будет организован детский блок. В зале духовной семинарии будут показаны православные мультфильмы для детей младшего возраста, которые привезли из Украины и Беларуси. Завершится второй православный фестиваль «Доброе кино» творческим вечером Александра Кузнецова, который состоится 20 апреля. Анна Лебединская, Василий Соловьев, Вести, Якутск.